Зачыстка дабралася і да забаўляльнай сферы ў Беларусі. Наша Ніва паведаміла пра затрыманне кіраўнікоў самых буйных івэнт-кампаній у Беларусі, якія ў Менску ладзілі канцэрты сусветных зорак, а цягам апошніх гадоў праводзілі і прапагандысцкія імпрэзы. Ну і, дарэчы, разам з тым расследавальнікі бюро раскрылі маштабы бізнес-імперыі невесткі Лукашэнкі Ганны Сялук. Апроч уласнага прадзюсарскага цэнтру, які існуе за кошт дзяржаўных замоваў, сваяжка кіраўніка краіны займела некалькі радыёпраектаў. Як стало вядома нашай Ніве, сілавікі прыйшлі да Александра Манышева, арганізатара канцэртаў і тэхдырэктара агенцтва «Атам Інтэртэймент», якое ў розныя гады прывозіла ў Беларусь такіх зорак, як Моббі, Лінкін Парк, Лана Дэл Рэй, 30 Seconds to Mars, Земфіру. Відаць, камусьці ва ўладзе не спадабалася, што кампаніі Манышева манапалізавалі рынак і абслугоўвалі большасць пралукашэнкаўскіх імпрэзаў, паведамілі крыніцы журналістам. А вось у радыёсферы рэжым ужо можа пахваліцца поспехамі. Паводле расследавання бюро, фірма «Музычная частота», што запусціла дзве радыёстанцыі «Душэўнае радыё» і «Супер ФМ», за 2024 год атрымала амаль 3 мільёны рублёў чыстага прыбытку. Асноўны заробак складаецца з продажу рэкламы. А 49% гэтай кампаніі належыць Ганне Сялук, як генеральнай прадзюсарцы музычнай медыякампаніі. І з намі на відэасувязі знаходзіцца адна з аўтарак расследавання бюро медыя Ксенія Везнікоўцева, журналістка, уласна, гэтага выдання. Вечар добры вам, спадарня Ксенія. Добрый вечер. Першае пытанне простае. Вось паведамляеце, што музычная частота, так, гэта установа, да якой мае датычнасць Ганна Сялук, зарабіла больш за 800 тысяч еўра. Ну, тым ліку на рэкламе. Ну, і што тут кепскага, што ў Беларусі хоць хтосьці зарабляе на шоу-бізнесе, бо рэдкасць вялікая. Ну, здесь нужно понимать, что как такового белорусского шоу-бизнеса в природе, по большому счету, до появления, собственно, продюсерского центра музыкальной медиакомпании самой Анны Силук, как такового не было. То есть эта субстанция, она как бы сформировалась как раз-таки благодаря именно вот невестке Лукашенко. И абсолютно закономерно, что она же и зарабатывает на этом бизнесе. Кроме того, хотелось бы отметить, что и у музыкальной чистоты, и у музыкальной медиакомпании в доле есть государственные организации. В частности, это компании, которые входят в структуру управ делами Лукашенко. Да, то есть ни для кого не секрет, что именно эта организация подмяла под себя десятки очень прибыльных бизнесов и предприятий, при том, сколько они действительно зарабатывают и каким образом аккумулируются эти средства, совершенно неясно. Поэтому нужно понимать и то, что в основном весь вот этот шоу-бизнес, он вращается непосредственно в орбите государства и власти, да, то есть основная масса, если, даже, наверное, можно сказать, что ближе к 100% мероприятий, которые проводят музыкальные медиакомпании, они финансируются за счет госбюджета, то есть получается, что деньги налогоплательщиков просто перекладываются в два кошелька. В кошелек структур государственных, которые подчиняются Лукашенко, и в структуру личный какой-то такой кошелечек уже непосредственно Анны Лукашенко-Силук. Ксенія, паслухайце, ці азначае вось тое, што фінансуецца за кошт беларускага бюджэту вся гэта дзейнасць? Ці азначае гэта, што, прынамсі, адной з галоўных мэтаў, вось акрамя непасрэдна зарабляння грошай, прыбірання канкурэнтаў і так далей, з'яўляецца яшчэ і ідэалагічны кантроль. То бок, калі за дзяржаўныя грошы, то там толькі могуць быць тыя, хто кіруе, хто падабаецца тым, хто кіруе дзяржавай. Ну і культурныя. Ці правільна я разумею? Песні ўвесь час. Ну, безусловно, конечно же, вся эта история не только ради денег, это, безусловно, идеологический проект, и это было супер очевидно, когда стартовал марафон единства в прошлом году, да, то есть это такая негласная, неофициальная предвыборная кампания Лукашенко была в очередной, сказать, президентский срок. Поэтому совершенно очевидно, что и Лукашенко, и приближенные к нему люди осознают, что подконтрольный вот этот вот так называемый шоу-бизнес, конечно же, это, возможно, даже вопрос какой-то своего рода национальной безопасности. Поэтому здесь все удачно сложилось. Да, они реализовывают свою идеологическую функцию и при этом еще умудряются неплохо зарабатывать. То есть, это же мы сегодня выпустили материалы и обозначили
обозначили непосредственно доходы только музыкальной частоты, то есть это только радиосегмент, да, есть же еще головная компания, музыкальная медиакомпания, и там, насколько я помню, чтобы не соврать, чистая прибыль, по-моему, варьировалась в 2024 году что-то порядка 8 миллионов белорусских рублей. То есть, ну, это огромные деньги. Ни одна компания, ни один продюсерский центр в Беларуси, которые также вращаются в орбите Лукашенко и вот этой вот всей пропагандистской музыки, они могут только мечтать о таких доходах. Ну да, запомнили фактично эту вызволенную прастору пасля 2020 года, так забаўляльную і у тым ліку ідэалагічную, як высветлілася. Ваше расследаванне выйшла амаль адначасова з інфармацыяй пра затрыманне спадара Манышева, так, Александра. Прынамсі, так сцвярджаюць крыніцы нашых калегаў нашай нівы выдання, нашых выдання, да. І Blackout Studio таксама. Вы не перад гэтым мы ўжо даведаліся, так, што быў затрыманы за карупцыю па карупцыйнай справе кіраўнік палаца Рэспублікі, і вось гэты рэзкі ўзлёт Ганны Сяўлук, неяк вы звязваеце гэтыя ўсе затрыманні і з такім поспехам Ганны Сяўлук? Ну, хотелось бы сразу обозначить, что то, что что-то сегодня опубликовала наша Нива, а потом мы выпустили свой материал, это абсолютно никак не связано, это просто звезды стали в ряд. Вот так случилось. Честно говоря, пока нет какой-то однозначной мысли, почему вот именно вот так может происходить, по крайней мере, по Максиму Приходовскому, потому что, как вы правильно заметили, он был, по-моему, директором Дворца Республики, а 30% музыкальной медиакомпании как раз принадлежит Дворцу Республики, да, и насколько я понимаю из того, что как бы я наблюдаю все эти годы, Приходовский был таким идейным соратником Анны Лукашенко, да, то есть фактически он был, наверное, около, так можно сказать, бизнес-партнер, да, невестки Лукашенко, поэтому причины какие-то обозначить, почему конкретно он был задержан, честно говоря, пока я не могу обозначить. То, что касается сегодняшних возможных задержаний, о которых писала наша Нива, насколько я понимаю, у названных вот этих господ у них было два сегмента бизнеса. Первый — это вот как раз-таки организация концертов, а вторая — вот это Blackout Studio. Насколько я знаю, это как раз-таки фирма по оснащению вот этих всех, в том числе провластных мероприятий, инфраструктуры, да, то есть это там свет, звук, там, наверное, декорации какие-то светодиодные, вот эти все штуки. Вот. И да, действительно, если мы говорим про сегмент рынка как организация концертов. Я сегодня проверила их бухгалтерские отчетности. Не могу сказать, что этот бизнес в последнее время был какой-то суперприбыльный, но этому есть абсолютно логическое объяснение, потому что Беларусь сейчас находится под таким куполом, да, куда, по сути, как бы никакой нормальный артист, да, какая-то мировая звезда, которая там не поддерживает российскую агрессию, она, конечно же, туда и не поедет, а даже если бы, наверное, и поехала, еще не факт, что она пройдет цензуру, ее пустят, да, все помнят как бы вот эту историю там с Рамштайн, когда им там устраивали читки там еще в какие-то старые бородатые времена, вот. А если мы говорим конкретно про Blackout Studio, которая занимается вот этим вот техническим оснащением как раз-таки, в том числе государственных мероприятий. Вот, например, у них был крупный тендерный заказ вот по Славянскому базару, который буквально вот месяц назад был. Да, то есть у них, я посмотрела, чистая прибыль была за 2024 год 2,6 миллиона белорусских рублей. Ну, то есть плюс-минус варьируется, как у музыкальной чистоты. Да, то есть это был действительно какой-то прибыльный бизнес в белорусских реалиях. И вот здесь как раз-таки я могу поразмышлять на тему того, что, возможно, как раз-таки вот это задержание, если оно действительно имело место быть, оно может быть связано с тем, что власти таким образом хотят как бы немножко сбить ценник на их услуги, потому что, я так понимаю, они действительно крупная фирма, которая за счет своего ресурса монополизировала вот эту вот зону по техническому оснащению. У них просто как-то так сложилось, видимо, что нет конкурентов, которые
могли бы противостоять их возможностям, да. Ну и второй вариант, возможно, музыкальная медиакомпания во главе с Анной Силук, может быть, хочет отжать этот, например, бизнес, Да, да, как говорится в паглядзім, простонародье, як эта или справа будзе занять развівацца. нішу. Спадарэнне Ксенія, так, Да, паглядзім, як гэтая справа будзе развівацца, бо пакуль што так, мы пачулі вашыя дзве версіі, ну і бліжэйшым часам, думаю, яны стануць відавочныя, паглядзім, ці вось это затрыманыя асобы вернуцца на свабоду, так, пад якімі умовамі, ці будзе нейкая справа. Дзякуй вялікі за размову. З намі была на відэасувязі Ксенія Вязнікоўцева, журналістка бюро «Медыа», абмяркоўвалі апошняе расследаванне датычна невесткі Лукашэнкі Ганны Сялук.